В настоящее время она распространена повсеместно, практически на всех континентах. Ну, в том числе насчитывается около 50 видов. Центром происхождения земляники считается все-таки Восточная и Юго-Восточная Азия, откуда шло распространение. В естественных условиях распространено 7 видов. Это лесная, фрагария веска, холмистая, сахалинская, бухарская, восточная, мускатная. Ну, в том числе вот наша земляника восточная, которая распространена на всей азиатской территории и которая отличается, несмотря на то, что вид один и тот же, он отличается и по зимостойкости, по урожайности, по вкусовым качествам. В Центральной Якутии земляника распространена повсеместно. И Горный Улус, Алёкминский, Усть-Алданский, Верхневилюйский. Эти все образцы, сортобразцы изучались в условиях нашего питомника. Прежде всего, это высокие вкусовые качества. Хотя, конечно, по вкусовым качествам тоже отличия были. И очень важна урожайность. Урожайность тоже высокая, для всех присущая, для всех. Для нашего вида, для наших популяций, которые распространены в Якутии, очень высокая урожайность. Но, тем не менее, несмотря на то, что наиболее распространенной является в Амге, амгинские популяции у нас, три образца были, они не показали самую высокую зимостойкость. Наиболее высокоурожайными оказались образцы из Горного Улуса и из Харобута, Мегино-Кангаласского улуса. Оказалось, что ее можно выращивать как культуру. До 2000 года в Якутии не было своих сортов, и земляника не выращивалась. Ну, может быть, потому что она достаточно распространена в естественных условиях, но когда мы начали ее изучать в условиях питомника, поливы, уход, и в таком случае растение очень продуктивный, наиболее. И среди дикорастущих видов наша восточная земляника отличается еще высокой урожайностью. Культуривание — это имеется в виду наша восточная земляника, которая дикорастущая. Когда мы ее, значит, из естественных условий переносим в условия питомника. И создаются для нее условия. Ну, прежде всего, по определенной схеме высаживается растение. Растение, значит, как культурное растение, обязательно отсутствуют сорняки, которые окружают в дикорастущей природе. Поэтому за счет этого улучшаются условия и питания, освещенности, почвенные тоже условия, потому что удобрениями ни в коем случае злоупотреблять не надо, но однако же их нужно применять. И кроме того, и органические удобрения при посадке применяются, перегной. Вот это называется, окультуривается она очень быстро. Буквально при переносе из естественных условий на второй, на третий год можно от нее получать уже растения, которые могут давать высокий урожай, а среди которых у нас было до 18 образцов, среди них лучшими были вот из Горного Улуса, из Харобута и в Покровске тоже 2 образца. Растения, которые выращиваете вы из семян, покупаете семена в розничной торговле, это культурная земляника. Она может быть, если она мелкоплодная, то это лесная земляника альпийская, альпийский вид, или же крупноплодная земляника, вот, ремонтантные и неремонтантные сорта. Вот. Ремонтантные и неремонтантные сорта, надо, наверное, напомнить, отличаются тем, что ремонтантные сорта плодоносят беспрерывно или с небольшим перерывом. Это крупноплодные сорта, и мелкоплодные среди них есть. Вот как раз лесная земляника альпийская. В полевых условиях перезимовывает только сорт один, московский деликатес. На 2010 год зарегистрировано в российском каталоге всего 61 сорт. По сравнению с тем, что
число сортов, ассортимент земляники насчитывает более 20 тысяч. Клубника – это бытовое название. В просторечии клубника, так привыкли называть крупноплодную садовую землянику. Вообще научное ботаническое название у всех все виды земляник начинается со слова земляника. И вид восточная, лесная, допустим, холмистая, зеленая. О северных формах земляники, о восточной землянике говорили еще Иван Владимирович Мичурин. Это он рекомендовал использовать ее для скрещивания. Именно в самые северные восточные формы. Михаил Афанасьевич Лисовенко, которого носит Институт садоводства Сибири в Барнауле, тоже рекомендовал. Очень многие селекционеры использовали нашу восточную землянику. Земляника является полиплоидом, и у нее различное число хромосом у видов. И это препятствует скрещиванию. Вот у нашей восточной земляники 28 хромосом, а у крупноплодной 56. И, в общем-то, результаты, которые мы тоже в начальный период мы применяли классический метод принудительное скрещивание. То есть подбирали родительские формы, пыльцу и производили скрещивание с изоляторами, с кастрацией, с изоляторами. И вот такие формы у нас, к сожалению, не привели к хорошим результатам. Поразило то, что когда мы начали ее в культуре нашу дикорастущую выращивать, она показала потрясающие результаты. Не только высокую урожайность, очень высокие вкусовые качества, но при скрещивании не принудительное скрещивание, а от свободного опыления, там, где участие принимали насекомые, осы, пчелы, мухи. И в таком случае у нас получились плоды, которые просто превзошли все ожидания. При свободном опылении у нас появились сорта, во-первых, крупноплодные, с урожайностью достаточно высокой, очень высокие вкусовые качества. Прежде всего нужно сказать то, что полученные формы крупноплодной земляники, Садово-Спасская, Берсеневская сорта, Владыка Зосима, сорта, которые не уступают и даже являются эталоном при испытании, допустим, когда госсортиспытания они проходили в Красноярском крае. Отсутствуют такие болезни, как мучнистая роса, фузариозы, вертицеллезы. Этого ничего у нас нет. Хотя это все то, что имеет место быть и поражает в европейской части. Мы испытывали московские сорта. Я, когда брала их из тех условий, сама лично пробовала их. И когда мы выращивали здесь их, у нас были, во-первых, другие вкусовые качества. Чем хороша наша земляника, что мы не вторгались в ее природу. У нас совершенно получилось природное скрещивание, можно сказать. Несмотря на то, что мы принудительное тоже проводили, при принудительном у нас результаты были гораздо хуже. Ягоды мелкие и растения не такие зимостойкие. А когда это насекомые сделали, это просто это была такая сенсация, потому что все наши сорта признаны и очень интересуются ими и наши российские селекционеры, и за рубежом в том числе. Она скрестилась с крупноплодными, у которой 56, с нашей, которую в просторечии, которую называем клубникой. Эту крупноплодную, да. У нас, значит, это самая берсеневская родительская форма сорта найдена добрая. У сорта Садово-Спасская сорт Танюша, родительская форма, и у берсеневской богема. Простите, у Владыки Зосимы богема. Эти сорта получились у нас при скрещивании с нашей земляникой. В свободных условиях. Нужно вырастить нашу дикорастущую землянику, и при этом, когда переопыление, одновременное цветение будет происходить, и взять семена эти и попробовать их,
и получатся очень интересные результаты. Это могут заняться агрошколы. Ну, значит, рекомендации, которые для начинающих, ну, очень важно, например, вот прежде всего нужно, чтобы подготовить землю. Земля не должна быть, я не рекомендую землю для того, чтобы у нас очень много сорняков, и в том числе пырей. Этот пырей ни в коем случае не допустим и несовместим с земляникой, и со смородиной, с другими ягодными культурами, но с земляникой особенно. Во-первых, почему? Потому что от пырея паутинный клещ, во-первых, и у пырей, там, где присутствует пырей, там проволочник. А проволочник тоже, он не только корневую систему земляники может пагубно влиять, но он прям, есть фотографии, где внедряется прямо в ягоды. И это самое, поскольку ягоды недалеко от земли находятся, и таким образом портит ягоды. Вот, кроме того, значит, и поэтому я не рекомендую, землю нужно, я считаю, перекапывать и чистить вручную. Почему? Потому что использование химических препаратов, гербицидов, это будет отрицательно сказываться и на земле, и потом в том числе на вашей землянике и на вашем здоровье. Вот. Что касается удобрений. Удобрения, значит, нужно сказать, что земляника – это культура, которая для нее предпочтительны почвы. У нас щелочная почва, а для нее слабокислые почвы. То есть почва, у которой 6,5, 5,5-6,5 pH. В нашей лаборатории биохимической содержание pH вообще 8 и более 8. Вот, поэтому зола, древесная зола, как удобрение, применять ее в лунки ни в коем случае нельзя. Только перегной и основные макроэлементы азот, фосфор, калий, ну и микроэлементы при подкормке. Истребляют молодые растения только в июне, начинают после зимы отрастать, и они практически их уничтожают. И поэтому вот чтобы не применять токсичные препараты, я вот считаю, что мы приспособились к опудриванию, к опылению золой. Синяя крестоцветная обложка. Рекомендуется так использовать, иначе никак спастись просто невозможно. Они уничтожают начисто молодые листья, еще даже и не цветущие. Поскольку почва щелочная, кальций вытесняет железо. Поэтому наблюдается все время, ну не все время, а на некоторые сорта особенно, вот Берсеневская у нас реагирует на недостаток железа. Это называется хлороз. Листья бледные, поэтому нужно, в этом случае можно применять препараты, содержащие железо. Или можно, вот как у нас наш опыт показал, вот в бочках, в которых ржавая вода, в ней тоже содержится много железа, периодически ею поливать, и это, в общем-то, очень неплохо помогает. И спасает растения даже более, чем те препараты, потому что они дорогостоящие, их очень много надо, а все-таки железо, недостаток железа. Или кто-то рекомендовал в приусадебном хозяйстве, земляника хорошо растет, если вокруг нее втыкать ржавые гвозди. Ну, ржавые гвозди втыкать это не очень удобно вообще для работы. И рекомендуется, кстати, для яблони тоже очень сильно реагирует, поэтому горсть ржавых гвоздей при посадке яблони тоже рекомендуется. В результате, если меры не будут приняты, не обеспечим железом, значит растения погибнут. Она довольствуется тем, что в почве вы внесли, и ей этого достаточно. Но если вам хочется подкормки делать, то я бы советовала вот как раз те сорняки, которые вы где-то там на своем участке, их можно замачивать и настаивать. Вот они тоже, их можно использовать для... Я рекомендую обыкновенную траву, которая имеется, сорняки у вас, их можно настаивать, если вы хотите уже подкормить, но я тоже не очень советую, потому что когда вы начнете вот эти органические удобрения, они способствуют развитию вегетативной массы больше. А растения нуждаются в калии и в микроудобрениях, такие как бор, вот эти вот более для плодоношения.
Сказала, что не использовать золу, засоляет почву, и у нас удобрение комплексное, которое содержит амофоска, нитрофоска, вот такого типа. Значит, они с красным оттенком, и они содержат хлористый калий. А хлористый калий – это то же самое засоление, способствует засолению. Поэтому я рекомендовала бы сульфат калия. Наши интересные сорта, очень, которые созданы в нашем институте, крупноплодные, 3 крупноплодных и 3 мелкоплодных. Я их все-таки рекомендую для наших условий, для выращивания в полевых условиях. Они все зимуют в открытом грунте. Всем рекомендую нашу восточную землянику. Ее можно и самим окультурить, и можете у нас. Это у нас 2 сорта, Покровская и Багдалена. Вот эти сорта, они очень перспективные. Я считаю, что их очень интересно выращивать. И сорт еще интересный Александра, мелкоплодный. Вот это у нас уже гибридный сорт, получен от скрещивания лесной земляники, сорта Александрия и нашей восточной земляники.